Акция на ТНВ. Made in Татарстан. Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Качиный салата, больше смахивающий на дизайнерский букет, пожалуй, способен накормить компанию человек из 10. Это айсберг. Да, вот он огромный. Да, он огромный, да. Ну, с футбольный мяч. Это уж точно не похоже на то, что мы привыкли видеть в своих тарелках. Все настоящее, само собой выросшее, утверждает главный агроном. Вредители новомодные сорта еще не распробовали, не прижились на них, так что и необходимости применять тяжелую химию на полях нет. Салаты у нас под капельным поливом тоже. И максимально мы хотим, чтобы они были без гербицидов, пестицидов и так далее. Максимально натурально их выращиваем. Ягодная долина родилась не только по любви, но и по точному расчету. Ильдар Седиков, экономист по образованию, в прошлом строитель, мечтал стать фермером еще в детстве, а крупный бизнес на клубнике для Татарстана 8 лет назад был новинкой. Тут на самом деле уникальное место, она больше похожа как бы на Голландию именно вот по инфраструктуре. Полям в окрестностях села Большие Яки, это Зеленодольский район, можно сказать, повезло. Еще когда Ментимир Шаймиев был министром мелиорации, здесь провели систему орошения, которую в последующие годы в рабочем состоянии поддерживал один из местных жителей. Теперь эта земля кормит сразу несколько хозяйств. Мы сейчас проезжаем вот фермерские хозяйства, которые занимаются тоже клубникой, овощами. Это они по следам уже ваши? Да, они уже по нашим следам уже идут. И таких фермеров, в этой округе уже насчитывается порядка 10 хозяйств. Мы постоянно помогаем друг другу. На дополнительной высадке нежного айсберга этим летом задействованы шеф-повар, торговые представители и продавцы путевок из Казани и Зеленодольска. В городе оказались без работы, заведения офиса закрыты, приехали в деревню. Вот эта весна как-то оказала какое-то влияние на вашу работу? Пандемию почувствовали? Вы знаете, спрос на продукты вырос, и к нам пришло очень много толковых специалистов, которых мы взяли на постоянную работу. А в Альметьевском районе у нас, получается, через неделю стартует сборы клубники. Там тоже в массовом количестве мы начинаем набор людей именно на сборы клубники. Это сколько-то, 200-300 человек? Да, у нас порядка 200-300 человек нам требуется в Альметьевский район, да, и здесь, не менее 100 человек нам нужно будет. Причем в Альметьевске сезонным работникам готовы предоставить бесплатное общежитие. Почувствовать себя фермером на денек, впрочем, может любой горожанин. В хозяйстве практикуют сбор ягод для всех. Приехал с семьей, собрал клубники сколько надо, заплатил и вернулся домой. Как-то вы сказали, что овощной бизнес, бизнес на ягодах, он рентабельнее и выгоднее, чем добыча, переработки нефти. Это так или нет? Вот ваше мнение изменилось? Вы знаете, тут получается... Если, например, брать ту же самую, например, клубнику, у нас среднегодовая цена продаж за прошлый год вышла где-то порядка 300 рублей за килограмм, и выручка с гектара около 7 миллионов рублей. На данный момент мы поставили себе задачу увеличить до 30 тонн с гектара урожайность по клубнике. Я думаю, что выручка в этом году будет еще выше. Успешность бизнеса измеряют деньгами, но в сельском хозяйстве не все зависит от расчета, а во многом от погоды, дождей, засуха, ветер и облачность. Были годы, когда будущий урожай на более чем половину уничтожали поздние неожиданные заморозки, и тогда опускались руки. Метод проб, ошибок, выбор поставщиков, поиск подходящих для нашего климата культур – это был долгий путь. Остановились на итальянских поставщиках ремонтантной, то есть повторно дающей урожай ягоде. Такие сорта не подходят для южных регионов России, а вот в не слишком теплых странах, например, Англии, крайне популярны. Мурана, мармелада, клери, Сан-Андреас – в названиях слышатся слова песен итальянской эстрады. И все это чудо можно попробовать посадить у себя на огороде. Здесь помогут и объяснят, как посадить и правильно ухаживать за заморской ягодой, дающей урожай с весны и до осени. Вот то, что я держу в руках, это называется рассада фриго. Она была заморожена производителем, как бы введена в сон, и по мере необходимости, когда погода позволяет, когда сроки подходят, ее уже высаживают в землю. Так и этот семейный бизнес за несколько лет дал глубокие корни и разросся до 2 кластеров в разных районах Татарстана.
Начинали с арендных 2 гектаров, сейчас земля в собственности, угодья более 100 гектаров заняты салатами, малиной, смородиной. Запасы ее были таковы, что распродали в середине января, и клубникой. На нее в большей степени ориентировано хозяйство в Альметьевском районе. Сейчас КФХ – лидер по ее производству в Татарстане. Выращено с любовью — слоган семейного предприятия. И первые дегустаторы – дети владельцев бизнеса. Мне больше всего нравится салат «Айсберг», потому что он сладкий, вкусный, хрустящий, нежный. В основном потребление у нас больше на Татарстан мы ориентированы. Потом, если у нас больше продукции, допустим, чем потребление Татарстана, тогда мы уже в регион отправляем. Ну, первый, да, это Москва. В Виктории здесь клубнику никто не называет по-научному, это все же земляника садовая, да и сам сорт со столетней историей уже редко где встречается. Курс крестьянско-фермерского хозяйства взят на новые предложения. Так, Ягодная долина должна прирасти новым брендом «Папина грядка». Сбор урожая уже начался. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.